Добрый вечер. На часах 18:00 и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Скавребова. И вот основные темы нашего эфира. К дебатам готовы. Президенту показали новую студию ГТРК ИР. Мечта многих мальчишек. Начинаются экзамены в вузы МЧС России. 15 медалей. Успех юго-осетинских гимнасток. С 14 мая и по сегодняшний день проходило заседание совместной Юго-Осетино-Российской демаркационной комиссии. Она определяет задачи и методы проведения работ по демаркации госграницы, разрабатывает план проведения демаркационных работ, технические проекты и необходимые документы для их выполнения, обеспечивает выполнение работ по согласованному плану и разрешает иные вопросы в процессе демаркации. Стороны обсудили подписание ряда нормативных документов, необходимых для дальнейшей плодотворной работы. Глава государства поприветствовал членов делегации, отметил важность встречи и подчеркнул, что проделана серьезная работа. Кузьмич докладывал уже, что действительно проведена огромная работа, и фактически эта работа подошла к концу, можно сказать. Я хочу вас поблагодарить всех в лице вас за такую действительно кропотливую работу. В какой-то степени, конечно, может быть и нудную работу, потому что это все связано с бумагами, с картами, с точками, с ориентирами. Но вы с этим прекрасно справились, и я хочу вас поблагодарить. Намерены сегодня подписать целый ряд инструкций, там есть и правила, которые позволят нам уже на практике выйти в поле, создавать карту демаркационную, определять места установки пограничных знаков, чтобы она, эта граница, воочию была, так сказать, на хребте. Председатель Центральной избирательной комиссии Белла Плиева отчиталась перед президентом Анатолием Бибиловым о работе, которую проводит ЦИК Республики в преддверии парламентских выборов. За время проверки документов некоторые самовыдвиженцы сделали самоотвод. Части кандидатов было отказано в регистрации из-за ошибок в представленных документах. Репортаж Розы Тедеевой. До 18 мая должна быть завершена регистрация партий и кандидатов по одномандатным избирательным округам, подтвердивших свое намерение принять участие в парламентских выборах. В первую очередь была сформирована схема одномандатных избирательных округов, после чего начался прием заявлений от партий и кандидатов-самовыдвиженцев. Всего было зарегистрировано 263 заявления. 106 – это политические партии по спискам республиканским, 75 выдвинуты от тех же политических партий, но в одномандатные округа, и 82 выдвинутые в порядке самовыдвижения. На данный момент продолжается проверка документов партий и самовыдвиженцев. Мы зарегистрировали уже полностью партию «Единая Осетия», зарегистрировали ее и республиканский список, и список в одномандатные округа. Зарегистрировали республиканский список партий «Единство народа» и Народной партии. И сегодня у нас пока продолжается эта работа по проверке для того, чтобы мы их зарегистрировали, и это будет проходить до 18 числа. Как отметила Белла Плиева, за время проверки документов ряд самовыдвиженцев сделали самоотвод, а также из-за ошибок в документах многим было отказано в регистрации. Из тех самовыдвиженцев, которые 82 человека, мы зарегистрировали 40. 7 человек отказались, сделали самоотвод, и по 5 случаям были возбуждены против нас иски в Верховный суд. Все наши решения остались в силе. Глава государства отметил, что пристально следит за предвыборными процессами. Самое главное, тем, кому было отказано, должны получать четкие обоснованные ответы от комиссии, считает президент. Я абсолютно уверен в том, что вы подходите ко всем одинаково, и все ваши решения основаны именно на принципах закона, который действует на территории Республики Южная Осетия. Поэтому каждый человек, который
по каким-то причинам ему отказано, он должен получать, я думаю, что исчерпывающий ответ, по каким статьям закона, почему он не зарегистрирован. Так и делается. Мы выдаем наши постановления и выдаем протоколы по проверочным работам, где расписан каждый пункт, по которому им отказано. То есть наши решения совершенно мотивированные. И идут даже ссылки на статьи закона, на пункты закона, чтобы вы могли посмотреть сами уже дома. Потому что все говорят только о подписных листах. Это неправильно. У них ошибки абсолютно везде. И по подписным листам, и по оформлению, и по оформлению имущества своего, и по своим доходам. То есть абсолютно по всем пунктам. За время работы было сформировано 17 избирательных округов. Разработана и схема избирательных участков. Всего будет открыто 77 участков, в том числе и за пределами республики. 73 на нашей территории, 4 участка на территории наших посольств и консульства за пределами нашей республики. Это 1 участок в Москве, 2 участка в Северной Осетии на территории консульства и 1 в городе Сухум. Наши участковые комиссии, они все сформированы, укомплектованы. 18 числа завершится регистрация, и уже 19 будет определен порядок агитации на телевидении и в других средствах массовой информации. Агитация разрешается с 20 мая. Также идет монтаж оборудования для работы информационного центра Центральной избирательной комиссии. Глава государства отметил, что выборы – естественный процесс любого цивилизованного государства, и они должны пройти в спокойной обстановке. Чтобы люди понимали, что выборы это не постоянная борьба, там, и охаивание друг друга, там, поливание грязью, а для народа это праздник. Они выбирают свой парламент, они выбирают депутатов, которые завтра должны работать, идти на народ. По большому счету народ устал от таких баталий непонятных, и мне бы очень хотелось, чтобы мы вместе все, и вы, и я, и те, которые непосредственно занимаются этим выбором, косвенно или прямо, дали понять народу, что это праздник. Надо прийти, и надо, конечно, выполнить свой гражданский долг. В завершении встречи Анатолий Бибилов пожелал успехов сотрудникам Центральной избирательной комиссии и выразил уверенность, что удастся провести выборы в праздничной атмосфере. Роза Тедеева, Тамерлан Кусраев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. К парламентским выборам, а точнее к дебатам, активно готовится и государственное телевидение. Именно на нашей площадке будут проходить жаркие дискуссии кандидатов в законодательный орган страны. Репортаж Зарины Кочевой. С 20 мая начинается предвыборная кампания. Политические партии и самовыдвиженцы начнут свою агитационную деятельность. Здесь, в этой студии, которая была отремонтирована по личному поручению президента, будет происходить самое интересное. В студии полная готовность к проведению дебатов. Здесь установлено необходимое оборудование. В первую очередь президент поинтересовался мнением самого коллектива, как им нравится телевизионная студия, постановление которой ждали с 2008 года. Ну, я вас поздравляю всех. Да, спасибо. Наконец-то у вас есть студия, и не одна студия. Вот другие студии надо оборудовать тоже. По большому счету надо сейчас еще посмотреть, что вот эти маленькие студии распределить, какая передача, кто там что будет вести, там авторская передача будет или еще какая-нибудь новостная. После войны административная часть здания была отремонтирована, однако восстановить студии так и не удалось. Прямые эфиры выходят из рабочего кабинета, который временно переоборудовали в студийное помещение. Особенно остро проблема ощущалась во время выборов при организации теледебатов, так как не было возможности даже просто разместить в студии всех участников телевизионных дискуссий. Анатолий Ильич, спасибо вам большое за эту студию. Вы сами прекрасно знаете, в каких условиях мы работали до этого. Эти маленькие студии, где даже нам, техническим работникам, было негде развернуться, не говоря уже о самих кандидатах. В коллективе даже подшучивали, что готовы отдать голос тому кандидату, который пообещает и, что самое главное, сделать нам эту студию, отремонтирует. И вот, наконец, мы в новой студии. Спасибо вам. Вам спасибо. Я думаю, что работа у вас будет двигаться. Я уверен в этом. И удачи. Анатолий Бибилов пожелал коллективу успеха в нелегкой работе и пообещал, что со временем будут отремонтированы и остальные телевизионные студии, которые также были разрушены в ходе военных действий. Работой строителей, которые восстанавливали разрушенную часть здания телевидения, в том числе и студий, президент остался доволен. Зарина Кочева, Азамат Кудзев, Айда Кочева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.
Раньше пациентам для прохождения многих процедур приходилось выезжать за пределы республики. Сейчас, благодаря новому оборудованию, эта необходимость отпала. Президент Анатолий Бибилов ознакомился с работой многофункционального медицинского кластера. Репортаж Анжелы Кокоевой. Президент Анатолий Бибилов проинспектировал работу Республиканского медицинского многопрофильного центра. Главу государства сопровождал министр здравоохранения и социального развития Георгий Точиев. В первую очередь Анатолий Бибилов посетил детскую больницу, где установили новое лабораторное оборудование. В лаборатории заработал биохимический анализатор крови, гематологический анализатор, а также анализатор на наличие газа в крови, который будет находиться в реанимационном отделении и предназначен для тяжелобольных пациентов. Биохимический анализатор способен обеспечить ресурсы практически всей республики, производительность высокого анализа. Анатолий Бибилов также интересовался условиями работы детской поликлиники. Заместитель главного врача РММЦ Луиза Джиоева показала главе государства кабинеты, где дети с ДЦП проходят все необходимые процедуры: физиотерапию, сеансы массажа. В зале ЛФК маленькие пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата вместе с инструктором занимаются лечебной физкультурой. В бассейне реабилитационного отделения плавают под присмотром специалиста. Луиза Джиоева отметила, что раньше для прохождения процедур родители вывозили детей за пределы республики. Теперь эти процедуры доступны и в Южной Осетии. Для полноценной работы с детьми, страдающими ДЦП, а их больше 40, необходим также и специальный костюм, благодаря которому они смогут учиться ходить. Президент, в свою очередь, отметил, что этот вопрос необходимо проработать, и такой костюм нужно приобрести. Анатолий Бибилов побывал и в отделении гемодиализа, которое было запущено недавно. До этого пациенты с острой почечной недостаточностью для получения своевременной помощи выезжали на процедуру очищения крови в Северную Осетию. Сейчас необходимость в этом отпала. Для пациентов этого отделения в столице созданы все условия. Президент осмотрел и другие отделения медицинского кластера, отделение реанимации, травматологию. Ознакомился с условиями работы врачей Цхинвальской городской поликлиники. Медперсонал, который был переведен в здание республиканской больницы относительно не так давно. С их переходом улучшились возможности диагностики пациентов. Здесь стало возможным сделать рентген, маммографию и гастроскопию. В завершении инспекционного объезда президент осмотрел и вновь отремонтированный тубдиспансер, где ознакомился с условиями работы. Анжела Кокоева, Сармат Гузитаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Очередная встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты прошла сегодня в районе села Эргнет. Обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на территориях, прилегающих к госгранице Республики Южная Осетия с Грузией. С момента последней встречи было зафиксировано 12 случаев нарушения госграницы Южной Осетии гражданами соседней Грузии. После прохождения соответствующих процедур задержанные были выдворены за пределы республики. За время последней встречи также было отмечено 3 случая нарушения воздушного пространства Южной Осетии. Подобные факты периодически фиксируются юго-осетинскими пограничниками наряду с провокационными акциями, которые проводятся с подачи грузинских властей. Юго-осетинская сторона в очередной раз предложила приступить к совместной работе по демаркации и делимитации госграницы между Южной Осетией и Грузией. Зампредседателя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочев, возглавивший юго-осетинскую делегацию, рассказал об итогах встречи. Грузинская сторона не согласна обсуждать линию прохождения государственной границы, а юго-осетинская сторона настаивает на обсуждении этого вопроса, потому что если бы линия государственной границы была обозначена, то это бы сняло комплекс проблем, любых проблем, связанных с задержаниями нарушителей, связанных с обработкой земли, связанной с пропажей животных и так далее. Беспилотный летательный аппарат находился на территории республики до 10 минут, но при этом снижался на низкую высоту, пролетал над пограничным нарядом, заглядывал в кузов автомашины пограничников и потом улетел в направлении Грузии. Ответа на принадлежность этого беспилотного летательного аппарата мы сегодня не получили. Мы слышали ответа, что это могли быть подростки, что это могли быть туристы, но никаких конкретных ответов мы не получили.
Мечта многих мальчишек может стать явью. У каждого есть шанс стать студентом одного из высших учебных заведений МЧС России. Для этого нужно сдать экзамены, не выезжая из Южной Осетии, по русскому языку, математике и физике. Особое внимание уделяется физической подготовке ребят. Роза Тедеева с подробностями. Министерство по чрезвычайным ситуациям республики приступило к проведению вступительных экзаменов для выпускников школ, изъявивших желание учиться в высших учебных заведениях МЧС Российской Федерации. Академии гражданской защиты и Академии государственной противопожарной службы ежегодно предоставляются для наших абитуриентов целевые места. Для поступления будущим курсантам предстоит сдать 3 экзамена по русскому языку, алгебре и физике. Особое внимание будет уделено физической подготовке. Нам предоставлено 4 целевых места. Заявлений к нам поступило 6. Задания нам предоставлены, которые мы предоставляем учащимся. Мы получили их прямо из Москвы, из Академии. По той же программе они будут проходить обучение уже там, чтобы они понимали уровень сложности, который им предстоит там проходить. В проведении экзаменов, так же как и ежегодно, помощь оказало Министерство образования. Экзамены принимают учителя разных школ. Здесь также присутствуют члены специально созданной комиссии МЧС Республики Южная Осетия. Министерство делает все для прозрачности проведения экзаменов. Каждый абитуриент или родители, которым разрешено присутствовать на экзамене, смогут впоследствии ознакомиться с работами и даже сфотографировать их. Всегда у нас все прозрачно, честно. Родителей даже мы приглашали сидеть на экзамене, присутствовать. Некоторые соглашались, некоторые нет, но в любом случае у нас полная прозрачность. После предметных экзаменов абитуриентам предстоит сдать нормативы по физподготовке. Набранные баллы на экзаменах и нормативах будут суммированы. Те выпускники, которые наберут наибольшее количество, станут курсантами вузов МЧС Российской Федерации. Между тем, прием заявлений для поступления в вузы Российской Федерации по линии органов внутренних дел начался и в нашем министерстве. В этом году российской стороной нам были выделены целевые места для обучения в высших учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации, в Нижегородской академии МВД, Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, в Воронежском институте МВД России, в Орловском юридическом институте МВД России имени Лукьянова и в Ростовском институте МВД России. По специальностям правовое обеспечение национальной безопасности, компьютерная безопасность, специальные радиотехнические системы и экономическая безопасность. Кандидаты на поступление в вузы МВД Российской Федерации должны сдать экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и математике, пройти медицинское освидетельствование и психологическое обследование, а также сдать нормативы по физической подготовке. Кандидаты на поступление в высшие учебные заведения по линии МВД в обязательном порядке должны последние 3 года обучаться в школах Республики Южная Осетия. Прием документов в Министерстве внутренних дел начался с 15 числа и продлится до 25-го. Роза Тедеева, Александр Кочев, Александр Икаев. Информационный выпуск сегодня. Пресс-конференция с участием гостей из итальянского города Рандаццо прошла сегодня в Госкомитете информации и печати. Итальянцы рассказали о гостеприимстве осетинского народа, о застольях и о радушном приеме, который им был оказан здесь. Ранее состоялось подписание соглашения между администрациями города Цхинвал и муниципалитетом города Рандаццо. Соглашение призвано способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между городами, установлению более тесного экономического, социального и культурного взаимодействия. Документ предусматривает проведение ярмарок, выставок, фестивалей, а также совместных мероприятий с участием художественных и творческих коллективов. Предполагаются взаимные визиты представителей деловых кругов, научных работников и деятелей искусства. По словам заместителя мэра Рандаццо Кармело Диндаро Скализи, у них на родине мало кто знает об Осетии. По возможности они будут рассказывать обо всем, что они здесь увидели. Итальянцы отметили, что чувствуют себя как дома. Он отметил и возможный обмен с журналистами, которые благодаря своим материалам могли бы рассказывать об Рандаццо в Южной Осетии и наоборот. По словам Мауро Мурджа, в сентябре планируется и презентация книги итальянского журналиста Джульетто Кьезе в Цхинвале. Елена Газаева, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня.
Музыкальные коллективы республиканских школ соревновались в хоровом искусстве и уже определились лучшие среди лучших. Их наградили в киноконцертном зале «Чермен». Наш корреспондент Эльвира Тибилова поздравила творческие коллективы. Состоялся гала-концерт 6-го республиканского фестиваля конкурса хорового искусства «Песни, рожденные сердцем», участниками которого стали коллективы среднеобразовательных школ республики. Фестиваль проходил 2 дня. Днем ранее участники прошли конкурсный отбор. В программу концерта вошли лучшие номера хоров-исполнителей. Прозвучали песни известных осетинских и русских авторов, посвященные родному краю и Великой Отечественной войне. В состав конкурсной комиссии вошли преподаватели Цхинвальского музыкального училища имени Феликса Лборова, 2 музыкальных школ, носящих имена прославленных хормейстера Георгия Тедеева и композитора Павла Битиева, Государственного лицея искусств имени Аксуколева. По итогам республиканского фестиваля хоровой песни 3-е место присудили хоровому коллективу 11-й средней школы хормейстер Марина Макеева. Сегодня мы собрались, чтобы в общем, впечатления, конечно, у нас хорошие от этого конкурса. Хочу поблагодарить своих коллег, членов жюри, за объективность, за понимание. Конечно же, у нас были небольшие сомнения. 2-е место фестиваля разделили коллективы Знаурской средней школы и Цхинвальской школы номер 5. Награду лауреатам вручила первый замминистра образования и науки Элиса Гаглуева. Победителем фестиваля стал хор 1-й школы хормейстер Инга Зейнашвили. на самом деле, как сказали, с этой сцены мы молодая республика, мы растем, вместе с республикой растете вы. И чем громче будет ваша песня, тем счастливее будем все мы. Призеры фестиваля были награждены дипломами и ценными призами. Благодарности Министерства образования и науки были вручены хоровым коллективам Цхинвальской средней школы номер 10, Дзауской средней школе и Дзауской школе-интернат. В программе фестиваля также приняли участие победители музыкального проекта школы-студии ГИНУ ТВ «Хонам сценами». Состоялась премьера песни с одноименным названием. Участники проекта дополнили и украсили концертную программу. На фестивале состоялось награждение победителей проекта. Гран-при проекта «Приходящий кубок» завоевал учащийся Дзауской школы-интернат Владислав Гаглуев. Призы и награды были вручены и остальным призерам проекта: Анне Марии Поростаевой, Лане Плеевой, Суслану Засееву и Олегу Плееву. Проект национальный, только осетинские песни там должны были петь. И победителем у нас стал Владислав Гаглуев. И в чем была необычность? То, что в жюри у нас сидели не профессионалы, а такие же ровесники. Мы на ближайшие недели планируем поехать на гастроли вот той командой, которые участвовали в проекте школы «Хонам сценами». И приглашаем также победителей сегодняшнего вашего конкурса фестиваль хорового пения. Вместе с нами проездиться по республике с гастролями. Республиканский фестиваль хорового исполнения «Песни, рожденные сердцем» проводится уже 6-й раз. Цель фестиваля – возродить в республике хоровые коллективы, традиции вокально-хорового искусства и популяризация школьного хорового пения. Эльвира Тибилова, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, что происходит в мире спорта. Юго-осетинские гимнастки вернулись с соревнований из Кабардино-Балкарии. Спортсменки привезли 15 медалей, 9 из которых высшего достоинства. Стелла Бязарова продолжит.
Юго-Остинские гимнастки пополнили свою копилку очередными наградами. Воспитанники спортивного комплекса «Олимп» приняли участие в открытом турнире по художественной гимнастике «Кубок Победы». Соревнования проходили в Кабардино-Балкарии в городе Терек. Юные спортсмены привезли 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Соревнования прошли на высшем уровне. Нас приняли очень хорошо. Мы познакомились там с тренерами из других городов. Турнир был приурочен к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Гимнастки выступали под песни военных лет, показывали номера, связанные с военной тематикой. Из Южной Осетии в соревнованиях приняли участие около 15 гимнасток. Все они, несмотря на свой юный возраст, показали хорошие результаты. На этих соревнованиях я заняла 2-е место. И у меня были очень сильные соперницы. Но я постаралась и выиграла. И не подвела свою команду. Я заняла 1-е место на соревнованиях, которые проходили в Тереке. Мне очень понравились соревнования. Было сложно, но мы справились. Выступать в Котан-Кабарде. Я выступила на соревнованиях в Кабардино-Балкарии и выиграла 2-е место. Соревнования были сложные, но я постаралась и получила 1-е место. По словам президента Федерации по эстетической и художественной гимнастике Зеймы Цхавребовой, представители жюри отметили чистоту и отточенное выполнение движений гимнасток. Очень успешно наши дети выступили, и я получила много поздравлений в связи с тем, что наши дети очень хорошо выглядели на этом турнире. Было очень приятно. Всего в турнире приняли участие около 300 гимнасток из Донецка, Пятигорска, Ставрополя, Ингушетии, Нальчика, Владикавказа. Гимнастки соревновались в личном и в командном зачетах. В завершении соревнований спортсменок наградили медалями, дипломами участников и памятными подарками. Стелла Бязарова, Азамат Кудиев, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. В республике будет ясно. В Знаурском районе днем плюс 24, ночью плюс 13. В Дзауском районе днем плюс 23, ночью плюс 9. В городе Квайса днем 24 градуса тепла, ночью 12. В Ленингорском районе днем плюс 25, ночью 13 градусов тепла. В столице республики в Цхинвале днем плюс 25, ночью 15 градусов тепла. Напоминаю, мы работали в прямом эфире. Сейчас 18:27, и на этом наш выпуск подошел к концу. Я, Ольга Цхавребова, желаю вам всего доброго и до свидания.